Над Казанью мог пролететь метеорит, упавший этим утром в Челябинске. В нашу редакцию позвонили казанцы, которые видели яркий след на небосводе. Пока казанцы гадают, что это все-таки было, и радуются, что пронесло. Специалисты из области астрономии объясняют, такое может случиться в любое время и в любом городе. Тем более, что лицезреть небесное явление можно будет уже в ближайшее время. А между тем, количество пострадавших на Урале растет с каждым часом. Известно уже почти о 1000 пострадавших, среди которых более 200 детей. Мощность взрыва могла составлять десятки килотонн в тротиловом эквиваленте. Это, кстати, единственный случай падения метеорита на город с крупными промышленными объектами. Уникальность такого происшествия еще и в том, что от такого количества пострадавших столько пострадало от небесного тела, и этого никогда не было. Лишь в 1954 году в Америке метеорит поранил женщину. Сария Хабибуллина о том, что же нам ждать от неба. Он оставил после себя огромную воронку и море впечатлений. В течение дня свидетели выкладывали в интернет свои видеозаписи. У большинства очевидцев его запечатлели видеорегистраторы. Яркое, с длинным шлейфом, сначала бесшумное, потом оглушающее небесное тело. Другие сняли его след на мобильный телефон. То, что метеорит летел со сверхзвуковой скоростью, многие поняли позже, как раз во время съемки, когда красивый пейзаж на горизонте дополнился страшным взрывом. Вспышка была настолько яркой, что она практически ослепляла. Этот момент зафиксировали уже уличные камеры видеонаблюдения в Челябинске. Казанцы поделиться с видео пока не успели, однако в нашу редакцию позвонил охранник одного из предприятий. Он видел на небе нечто яркое и красивое этим утром. Мог ли метеорит пролететь и над Казанью? Этот вопрос мы задали специалистам кафедры астрономии КФУ. Я не могу сходу сказать, какая у него траектория была. То есть от Казани до Челябинска там нужно просто построить ход траектории с толщиной атмосферы. Казанские ученые предположили, небесный гость – это, возможно, болид. Объект диаметром около метра. Яркий, с шумовым эффектом и ударной волной. Некое тело, допустим, вот этот астероид, пролетает мимо Земли, близко пролетает, его траектория немного искривляется под воздействием гравитационного поля Земли. Он входит в атмосферу, происходят такие красивые явления, они просто чиркают в атмосфере и улетают дальше в космос. Но в данном случае тело прошло несколько ниже, затормозилось в атмосфере и в итоге упало. А эти кадры в сеть выложил житель Альметьевска. Нечто падающее он снял 2 днями ранее. Это дает основание полагать, что Земля попала под так называемый метеоритный дождь. То, что это может произойти где угодно, подтвердил нам по телефону директор Казанской обсерватории. Это не ситуация, которая повторяется. Это, в общем-то, единичные какие-то случаи. Там падает, тут падает. Достаточно большое количество падает таких вот камней на нашу Землю. Но, тем не менее, еще раз повторяю, что вероятность того, что такая штучка упадет на человека, я всем говорю, эта вероятность равна 1 случай за 100 лет. Конец света ждали 21 декабря, а он опоздал, шутят теперь россияне. Челябинцев вместо будильника будет метеорит, глумятся другие. Были даже предложения Госдуме принять закон о запрете падения метеоритов на территорию России. Интернет полон шутками и сравнениями. Кто-то уже пересматривает фильм «Армагеддон». Сцену, похожую в Челябинске, Брюс Уиллис сыграл в нем еще несколько лет назад. Приглядеться ночному небу стоит и сегодня. Астероид длиной 45 метров пролетит недалеко от Земли. В ночь с 15 на 16 должен пролететь астероид где-то на расстоянии 27 тысяч километров от Земли. Но данный кусок камня, он поменьше размером, примерно 45 метров. 2013 год будет насыщенным в плане всевозможных космических событий, отмечают специалисты. Следующий гость появится на небосводе уже в марте. Это будет комета, пока только со специфическим названием. Ее можно будет увидеть в вечернее время во второй половине марта. Сария Хабибуллина, Игорь Романов, столица.